Этот день ученики 9 Б запомнят надолго. Недавно в школьном расписании появился новый предмет – урок верховой езды. Для городских подростков – экзотика. За 5 минут до звонка на перемену учитель истории рассказывает классу о важности лошадей в былые времена. Это и средство передвижения было, это и тягловая сила была. Но это, знаете, без лошади выжить тогда в тех условиях было очень-очень сложно. Педагоги Карабулакской гимназии к новой дисциплине относятся настороженно. Проект пока пилотный. Ничего подобного нет ни в одной школе страны. Если лошадиный эксперимент окажется удачным, уроки планируют вести во всех учебных заведениях республики. Это сделано не зря. У детей проснулся интерес. Они не только в школе занимаются хорошо в конной, но и здесь стали подтягиваться по учебе. Дорога до конноспортивного клуба занимает на школьном автобусе не больше 10 минут. У входа детей встречает учитель верховой езды. Класс просит не шуметь. Некоторые лошади крайне пугливы. Перед тем, как оседлать коня, педагоги проводят обязательный инструктаж по технике безопасности. Подтягивают пряжку наверх, чтобы она не болталась. Нет, не вниз, а наверх, наоборот. Тут еще неизвестно, кто кого больше боится. 15-летняя Диана сегодня впервые в жизни села верхом. Раньше девушка видела лошадей разве что на этнофестивалях. Поначалу школьница буквально вцепилась в седло, но потом успокоилась и прямо на ходу сделала гимнастику. Я буду очень рада, если у нас будут почаще проходить такие уроки, потому что мне уже давно хотелось научиться верховой езде, и вот сейчас моя мечта начнет реализовываться. Этот конь терской породы – живое учебное пособие. Спокойно воспринимает оплошности детей и готов часами катать их по манежу. У самих наездников только позитивные эмоции. Это здоровье, это координация, это равновесие, это стимул к жизни, это хобби, в конце концов, которое позволит детям найти что-то, чем они могут заниматься в свободное время. И тогда они точно не пойдут ни в наркотики, ни в питье спиртных напитков, никуда, потому что у них не будет на это времени. Веками Ингушетия славилась своими наездниками. По уровню джигитовки местные жители считались лучшими на Северном Кавказе. Вспомнить хорошо забытое старое решили на самом высоком уровне. К тому же есть что вспомнить. Почти в каждом дворе, наверное, валялись эти затупленные шашки. Когда съемки каких-то фильмов было, мы там для массовки могли бы пацанов привлечь, там, одевали это в толпу, и мы там по полю скакали там, с криком «Ура!» там, под красным знаменем. Со временем инструкторы намерены отбирать наиболее способных учеников. В планах клуба подготовить их к любительским соревнованиям. А если найдутся желающие, помогут им стать профессиональными жокеями. Несмотря на страх, первый опыт верховой езды привел школьников в полный восторг. Как говорят сами учителя, такие уроки не только помогут детям избавиться от болезней позвоночника, отвлечься от гаджетов, но и научат заботиться о животных. Амар Магомедов, Игорь Малышев, Рабадан Багаметов, Северокавказское бюро НТВ, Республика Ингушетия.